События уходящего вторника, 23 июня, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Спустя неделю интенсивной борьбы пожар на городском полигоне твердых бытовых отходов официально локализовали. В настоящее время на объекте продолжаются активные работы. Перспективы прихода газа в Алданский район едва ли вызывают бесспорную радость у жителей поселков Ленинский и Лебединый. Узнаем, что беспокоит жителей. Якутский острог – форпост освоения Северо-Востока Азии. В столице республики прошло пленарное заседание Республиканской научно-практической конференции. Музыка для всех. Третий конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка» стартовал в столице республики. На местности Усть-Хатын полным ходом идет подготовка к главному торжеству народа Саха и Сэху. В этом году гостей встретит обновленное пространство. Айсан Николаев на рабочей встрече с генеральным директором водоканала Анатолием Каджигасовым рассмотрел вопрос текущей деятельности компании. Глава республики отметил, что несмотря на непростые условия, предприятие работает рентабельно. По итогам прошлого года выручка значительно увеличилась, выполнена инвестиционная программа. Компания продолжает работу по развитию коммунальной инфраструктуры. На встрече речь шла в частности о подготовке к отопительному сезону и ходе промывочных работ. По информации руководителя компании, до 25 августа промывка сети будет завершена. В Якутске ликвидировали крупный пожар на городском мусорном полигоне. Для борьбы с огнем специалисты подготовили 4 подъездных пути, что позволило тяжелой технике оперативно проводить дополнительное уплотнение и отсыпку слоев отходов. По предварительным данным, причиной быстрого распространения пламени стал сильный ветер. Насколько высок риск повторения подобных возгораний и какие меры предпринимаются для их предотвращения, знает Дарья Короленкова. Ровно неделю тушили пожар площадью более 1,5 гектаров. Это размер почти 2-3 стадионов. И несмотря на то, что на сегодня пожар локализован, техника все еще работает, чтобы засыпать песком мусор в 2-3 слоя. Ежедневно в ликвидации пожара были задействованы более 16 работников предприятия. Они трудились в 2 смены. На месте работали 3 бульдозера, 2 фронтальных погрузчика и свыше 10 самосвалов. Основной задачей стало перекрытие доступа кислорода к очагам тления и предотвращение дальнейшего распространения огня. Как раз мы сейчас с вами направляемся в 3-ю карту, где мы наглядно посмотрим, где у нас было возгорание и как мы отсыпались, то есть какие участки отсыпаны песком. Как работа велась, какие подъездные пути, вы все это воочию увидите. В будущем, да, будут ли похожие вот такие вот ситуации? Ага. Но про будущее, смотрите, еще раз я вам скажу, очень много зависит от природы, то есть от ветров. Если ветра в этом году очень сильные, и вы заметили, лето у нас прохладное и есть разность температур. То есть ночью холодает, днем жарко. И как раз вот это вот перепады, они очень опасны с точки зрения увеличения давления. Но тут, как вы понимаете, есть вот тело основное, да? И вот туда налаживается ТКО прессованный, далее песок. И есть полые места, где появляется воздух. И при наружном увеличении внутреннего давления он пытается выйти наружу. Как только он выходит наружу, там это у нас автоматическое воспламенение. Потому что кислород служит катализатором. Это химическая реакция. Стоит отметить, что подобное возгорание на полигоне происходит не впервые. Аналогичная ситуация возникла и в прошлом году. Пока в Якутске действует полигон открытого типа размещения отходов, риск возникновения очагов тления сохраняется. Однако на предприятии разработаны инструкции по локализации возгораний, а персонал регулярно отрабатывает действия в подобных ситуациях. Что касается с нашей стороны, у нас техника, инертный материал, рабочие наши, работники, они все готовы. То есть опыт работы у нас большой, работники у нас по 16 лет работают, то есть все карты городского полигона знают вдоль и поперек. Тем не менее, проблему рассчитывают решить системно. Уже в октябре этого года планируется запуск нового полигона на 26-м и 27-м километрах Вилюйского тракта. Там будет организована мусороперегрузочная станция, где отходы смогут проходить полноценную сортировку и обработку. После вывода действующей свалки из эксплуатации территорию планируют рекультивировать и полностью засыпать грунтом. Дарья Короленкова, Джулстан Иннокентьев, Якутск.
Перспективы прихода газа в Алданский район едва ли вызывают бесспорную радость у жителей поселков Ленинский и Лебединый. При укладке газопровода дороги были перерыты. Многие автомобилисты на своих машинах теперь не ездят, а после дождя приходится доставать резиновые сапоги. Представители администрации уверяют, дороги будут приведены в порядок в обозримом будущем. О каких сроках идет речь, узнавали наши коллеги. Сейчас дороги хорошие, считает житель поселка Лебединого Павел Поляков. Погода радует теплом. Грунт подсох, колеи и каменные глыбы теперь хорошо видны. Риск просесть или застрять уменьшился. Передвигаться по размокшей глине было куда сложнее и водителям, и пешеходам. Выбрать более удобный путь не представляется возможным. Подобная картина на всех улицах Лебединого. По осени у нас все поизрыли, все дороги, все вот так вот. Больницу вот здесь вот практически, можно сказать, не проехать. На маленькой машине точно не проедешь. На скорой еще, вот, которая повыше машины, на той можно проехать кое-как. Здесь вот вообще вот был асфальт, вот тут вот. Перерыли, здесь вообще ни на чем, наверное, не проедешь. Только на Урале. Маленькая вода хоть перестала, а тут вода была, вообще полная канава воды была. И жижа, глина, это, ну, невозможно ездить вообще по поселку. Люди многие не выгоняют даже машины из гаража. Павел отказаться от машины и ходить пешком не может. Он работает водителем в психоневрологическом диспансере, стационар которого находится на одной из верхних улиц. Таким образом, в связи с производственной необходимостью, мужчине пришлось изучить каждую кочку и каждую ямку. Проблема дорог, точнее их отсутствие, назрела в прошлом году, когда в поселках Лебединый и Ленинский начались работы по укладке газопровода. В период весеннего половодья ситуация усугубилась. Ребятишек, вот здесь садик, вот, ребятишек коляску не прокатить здесь никак, ничего, если везти. Не знаю, как дальше жить. Своими машинами сейчас не пользуются многие автовладельцы. Игорь Филипенков тоже ходит пешком, а более отдаленное расстояние преодолевает на мотоцикле. Если вопрос с передвижением все-таки решен, то проблемы, касающиеся подвоза дров или воды, стоят остро. Завалили все. Вот как они шли, так завалили, ну, там такие барханы. Ни в гараж не пойти, ни дров привезти, такая вот. Ну, там вся дорога, что вот сюда идет, что оттуда, что вниз идет, там вообще. Когда улицы будут приведены в порядок? Этот вопрос волнует всех жителей. Как отметил глава администрации поселения Анатолий Потеруха, ситуация изменится в ближайшем будущем. По дорогам у нас, конечно, понятна причина – это газификация. За прошлый год до декабря месяца велись работы. Поселок Ленинский, поселок Лебединый проложены 100%. Все трассы, все земельные работы закончены. Это лето будут проводиться благоустройство, восстановление всех дорог, чтобы дороги не так, как говорится, на тяп-ляп, сделались, а сделались капитально. Жители Лебединого, наверное, уже видят. Со вчерашнего дня мы начали одну из дорог капитально восстанавливать, то есть это скальное покрытие, сверху еще будет щебневое, ПГС покрытие. По словам Анатолия Потерухи, ремонт дорог и работы по благоустройству в Лебедином и Ленинском до конца лета будут выполнены на 100%. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Лебединый. Один из крупнейших торговых центров столицы подвергся пожару. Возгорание произошло в обувном магазине. Так звучит легенда межведомственных учений МЧС России по Якутии. Подробности в сюжете далее. Причина, по которой приехали оперативные службы – замыкание электропроводки в магазине на втором этаже. Сразу же была проведена эвакуация персонала и посетителей торгового центра. В рамках тематической проверки комиссии Главного управления МЧС России по Приморскому краю проведено контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение на торговый центр «Ура-Самол», расположенный по адресу город Якутск, улица Автосада, 50 лет октября, 6. Сложность объекта заключается в массовом пребывании людей. Первым пожарным расчетом потребовалось всего 3 минуты, чтобы прибыть на место условного возгорания. Огнем было охвачено целых 115 квадратных метров, что сопоставимо с просторной 4-комнатной квартирой. С пожарной частью, отрядом номер 5 и инспекции пожарной находимся на постоянной связи. Наш объект они знают очень хорошо. В результате этих тренировок. На сегодня все противопожарные системы торгового центра отработали в штатном режиме. Эвакуация прошла тоже в штатном режиме в рамках установленных сроков.
ходе разведки были выявлены по 2 пострадавших на 2-м и 3-м этажах. 1 человек был эвакуирован с крыши торгового центра. Для его спасения были использованы 2 дрона и автовышка. Тактические характеристики здания, я бы сказал, средней сложности. За счет того, что много посетителей, вы сами знаете, что это торговый центр. Сотрудникам оперативных служб потребовалось менее часа, чтобы спасти пострадавших и ликвидировать условный пожар. Привлечено было 11 единиц техники, 60 человек личного состава, также службы взаимодействия, это Росгвардия, полиция, ГИБДД, скорая помощь. Все отработали в полном объеме. Пожарно-тактические учения проходят на регулярной основе. В этот раз тренировка прошла под пристальным вниманием Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Именно они выставят свою оценку по прошедшим учениям. Вероника Таюрская, Илья Сыромятников, Якутск. В этом году филиал Якутского медицинского колледжа в Мирном выпустил 27 специалистов, готовых пополнить ряды медицинских работников. Среди них 15 медицинских сестер, из которых 5 получили дипломы с отличия, продемонстрировав выдающиеся успехи в учебе. Также колледж подготовил 12 фельдшеров, 2 из которых, помимо всего прочего, были удостоены красных дипломов. Подробности далее. Значительная часть выпускников медицинского колледжа продолжит свою профессиональную деятельность в Мирнинской центральной районной больнице, что подчеркивает актуальность и востребованность полученного образования для нужд регионального здравоохранения. Студенты колледжа активно совмещали обучение с практической работой. Такой подход позволяет будущим медикам с первого дня получить ценный опыт и ускорить адаптацию на рабочем месте. Это важное преимущество, которое обеспечивает высокое качество подготовки специалистов и их готовность к работе в реальных условиях. Мирнинские отделения у нас с 2018 года обучаются, и ежегодно у нас есть выпуск. Да? И сегодня в этот юбилейный выпуск 2026 года Мирнинское отделение выпустились по 2 специальностям уже будущих медицинских работников, которые будут работать в медицинских организациях Мирнинского района. Колледж активно сотрудничает с медицинскими учреждениями района, что гарантирует трудоустройство для большинства выпускников. Целью учебного заведения является не только передача знаний, но и формирование ответственных, высококвалифицированных специалистов, способных оказывать качественную медицинскую помощь. Вначале было очень сложно и страшно, потому что мы не понимали, куда идем, что мы делаем и вообще, что нужно вообще делать. По ходу дела, конечно, уже понимали суть дела, что надо делать, какие действия делать, какие манипуляции проводить, потому что от теории мы перешли к практике. Я работаю в колл-центре администратором Мирнинской ЦРБ. После учебы я буду работать в отделении хирургии в стационаре. Приемная кампания в филиале медицинского колледжа уже стартовала 20 июня, открывая двери для новых абитуриентов. Учебное заведение продолжает набирать студентов на специальности сестринское дело и лечебное дело, предлагая качественное образование и широкие перспективы для будущей карьеры. Опытные преподаватели и современная материально-техническая база колледжа создают все условия для успешного обучения и профессионального развития будущих медицинских работников. Анна Васильева, Мирный. Якутский острог – форпост освоения Северо-Востока Азии. В столице республики прошло пленарное заседание Республиканской научно-практической конференции. Мероприятие приурочили к предстоящему 400-летнему юбилею Якутска, празднование которого закреплено указа президента страны. О главных задачах и обсуждаемых вопросах конференции узнаем далее. Детальное изучение истории Якутского острога, его роли в освоении северо-восточных рубежей и значение Якутска как опорной базы для масштабных географических открытий – главные цели конференции. Для обсуждения этих и других вопросов в Якутске встретились более 50 специалистов. Опираясь на указ Владимира Владимировича Путина номер 200 от 1 апреля 2025 года, мы все-таки решили выделить отдельную проблему точной истории Якутского острога и по достоинству оценить вклад именно города Якутска
социально-экономическое, политическое, культурное развитие всего Дальнего Востока и Северо-Востока Азии. Работа конференции условно поделена на 3 секции. Первая из них полностью посвящена археологическим исследованиям и изучению материальной культуры старого города. Будут рассматривать вопросы, связанные с материальной культурой. Вторая секция это у нас уже связана именно с значением Якутска как форпоста освоения, да, Северо-Восток Азии не только в 17 веке, но на всей протяжении, да, 17-20 века. И третья часть это уже связана с значением, да, значением всего этого материального наследия на культурную повседневность города и в целом нашей страны. Одним из ключевых докладов пленарного заседания стало выступление директора Санкт-Петербургского института истории РАН Алексея Сиренова. Он представил анализ редких документов якутской приказной избы XVII века, которые сейчас хранятся в архивах северной столицы. Сейчас стартует очень важный проект «История российской Арктики», который будет реализовываться несколькими академическими институтами под руководством академика Андрея Владимировича Головнева. И в этом ключе история Якутии приобретает особое значение в контексте истории российской Арктики. Вот если брать весь комплекс, то это очень редкое явление, чтобы документы воеводской канцелярии за 17 век сохранились для какого-либо города. Чаще всего они оказывались утрачены, по крайней мере частично, в последующее время. Научно-практическая конференция состоялась в смешанном формате и объединила с собой ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Новосибирска, Владивостока и Тюмени. Результаты обсуждений помогут точнее воссоздать исторический облик Якутска к его 400-летнему юбилею. Лилия Бурцева, Анастасия Пуляева, Семен Семенов, Якутск. В столице торжественно открыли второй международный фестиваль «Книжный ветер». Мероприятие развернулось на Комсомольской площади, где любой желающий смог принять участие в творческих мероприятиях, мастер-классах по писательскому навыку, а также лично пообщаться с известными авторами и издательствами. Во время открытия прошло театрализованное представление об истории зарождения творчества и литературы, выступления детских танцевальных и актерских коллективов, зрелищное шоу байкерского клуба «Ночные волки» и сюрпризы от именитых спортсменов. Она связана с важностью в целом книжной культуры для всей нашей страны. Известно, что сила слова, она не просто так для каждого человека, населяющего нашу страну. Это и культура, это и знания, и образование. А ваш фестиваль, он еще разделен на такие прекрасные составляющие, как текст, иллюстрация, экранизация, архитектура, позволяет с разных сторон взглянуть на вот эту вот сущность книги, поэтому важность его бесконечная. Однако работа фестиваля стартовала еще утром. Сразу несколько площадок объединила сотни литераторов как из Якутии, так и с Москвы, Петербурга и Хабаровска. Работает эксперт сразу по нескольким трекам, но самое интересное скрыто в глубинах книжной ярмарки. Подробнее об этом Сыргалана Неустроева. Такой фестиваль для Якутска проводят впервые. Несмотря на то, что «Книжный ветер» организовали еще в 2024 году, в этот раз он собрал куда большее количество участников. 25 российских издательств, писатели разной величины, эксперты федерального уровня, и все это для каждого желающего. Будем обсуждать, делиться опытом, будут разные мастер-классы. У нас гости, эксперты из разных городов России и наши местные авторы, писатели и любители чтения. Все эти активности включает основная площадка конкурса – образовательные интенсивы от различных экспертов по 4 трекам – текст, иллюстрация, экранизация и даже архитектура. Стать участником можно, просто придя на Комсомольскую площадь. И таким образом мы расширяем точку входа в литературу, когда, например, родители не знают, как заинтересовать ребенка и привести его к чтению. Мы предлагаем варианты посмотреть и прийти к книге через экранизированные произведения, сказки, какие-то онхода, через видеоигры. Здесь же можно приобщиться к чтению через непосредственно самого автора. Ведь одна из площадок – встреча с писателем. Один из таких, к примеру, заслуженный врач республики, реаниматолог Валентин Егоров. Я с большим удовольствием участвую в международной, я подчеркиваю, международной книжной ярмарке, потому что это для меня очень значимо, и мне приятно представить свои книги, которые, слава богу, пользуются уважением у моих читателей.
И это не голословно, ведь книга Егорова в Якутии вышла тиражом аж в 5000 копий. В основу своих историй писатель закладывает свой опыт как реаниматолога. Как признается Валентин Егоров, в практике хватало случаев, которые несведущий мог бы посчитать чудом. Да, работа не из легких, но благодаря этой работе, можно сказать, половина моих книг написана по сюжетам, которые дала мне сама жизнь. Я стараюсь писать без возрастного ценза для детей, для подростков, для взрослых, для старшего поколения. Поэтому мои книги читабельны, и они не нуждаются в возрастном цензе. Присутствовать на фестивале будут и писатели из других регионов страны. Но самый главный плюс для всех любителей чтения – возможность приобрести книгу у самого издательства. Это дешевле, а еще представители компании смогут рассказать историю той или иной книги. Сарглана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Стартовал пресс-тур «Якутия. Территория роста». Мероприятие познакомит федеральных представителей, СМИ, блогеров с ключевыми проектами развития Республики Дальнего Востока. В программу вошли посещение крупных строительных объектов, образовательного кластера «Точка будущего», Жатайской судоверфи, инновационных производственных площадок и культурных центров региона. Особое внимание уделяют современным технологиям строительства на вечной мерзлоте, развитию промышленности, образования и городской инфраструктуры. Участники, помимо всего, посетят национальный праздник Эсэх-Туймады. Пресс-тур призван показать, как в республике реализуются масштабные инвестпроекты, создаются новые рабочие места и формируются современные точки роста экономики Дальнего Востока. Я считаю, что это очень правильно, потому что благодаря федеральным проектам республика сделала за последние 5 лет колоссальный, еще раз повторяю, рывок вперед. Это и ветхоаварийное жилье, расселение, мы все видим, сколько домов деревянных снесло, как развивается строительство, это и безопасные качественные дороги, сколько дорог построено, мостов, мостовых переходов. Это, конечно, и цифровая экономика, это нацпроект образования. 52 школы построено за 5 лет и почти 120 отремонтировано. Музыка для всех. Третий конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка» стартовал в столице. Организаторы ожидают участия более 1000 музыкантов из Якутии, регионов России и стран ближнего зарубежья. Подробности далее. Больше 1700 участников. С таким масштабом «Розовая чайка» еще не проводилась. Конкурс исполнительского мастерства в 3-й раз объединил юные таланты. В этом году за места на пьедестале почета соревнуются и будущие профессиональные работники культуры, и те, кто постигает премудрости искусства в качестве хобби. С прошлого года по решению президента страны Владимира Владимировича Путина Высшая школа музыки проводит международный музыкальный конкурс для ребят, юноши и молодежь, которая обучается специальной музыке. Поэтому, если ранее в «Розовой чайке» принимали участие и ребята, которые профессионально имеют возможность заниматься, и любители, то в этом году принимают участие в основном любители. Показать навыки смогут не только инструменталисты, но и танцоры, хористы и народники. Однако «Розовая чайка» начиналась как музыкальный конкурс, поэтому большинство участников – дети, занимающиеся именно музыкой. Я играю 2 произведения, 3 миниатюры и концерт. Музыкой я занимаюсь с детства, и она мне очень сильно нравится. Я хочу стать великим музыкантом, поступить в Московскую консерваторию. «Розовая чайка» – часть проекта «Музыка для всех». Его идейный вдохновитель – первый президент республики Михаил Николаев. Михаил Ефимович ратовал за то, чтобы каждый ребенок в Якутии имел возможность свободно развивать творческие навыки. Наш конкурс «Розовая чайка» имеет авторитет, уважение, поэтому то начало, которое было заложено первым президентом, продолжается, и мы, безусловно, будем все делать для того, чтобы наши дети раскрывали свои таланты, способности. Прослушивания и просмотры пройдут 24 и 25 июня на разных площадках столицы республики. Вход на них свободный. Оценить мастерство конкурсантов может любой желающий. Имена победителей мы узнаем в следующий понедельник. Ржана Гармаева, Джулстан Иннокентьев, Якутск.
В Доме правительства прошло заседание оргкомитета чемпионата России по стрельбе из лука. Соревнования соберут сильнейших лучников страны, где примет участие порядка 300 спортсменов. Сам чемпионат пройдет в Якутске с 28 июня по 4 июля на стадионе Туймада. По словам организаторов, в организации задействуют 40 волонтеров от молодежного центра «Патриот» и 20 волонтеров от Федерации стрельбы из лука. Чемпионат проводится при поддержке Министерства спорта России. Напомню, что о проведении этого чемпионата была достигнута договоренность на уровне главы республики с руководством Федерации по стрельбе из лука Российской Федерации. И сегодня уже мы завершаем подготовительную работу. Сегодня на заседании рассмотрим отчет оргкомитета по тем или иным направлениям. Приезжают у нас гостей достаточно много. Это 189 спортсменов из многих регионов Российской Федерации, профессионалы. И, конечно же, мы должны быть готовы с точки зрения размещения, организации транспорта, питания, ну и, конечно же, проведения самого соревнования. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.